Здесь стою. Я думаю, мы охранники. Вы нарушили думали. Так я 206 ты там охраняешь. Где хочу, там охраняешь. Пустите в кассу нас! Что тебе дает? Что ты толкаешь-то? Что толкаешь? Успокойтесь! Успокойтесь! Ребят, нас много! Тихо! Откройте операционный зал, пустите людей! Давайте цивилизованно пообщаемся. Вы сейчас хулиганите. Руководство! 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 Когда из уст гаранта государства было сказано, что нужно брать в той валюте, в которой зарабатываешь. Простите, Владимир Владимирович, почему тогда в этой стране есть валютная ипотека для людей? Почему это не ограничено и не запрещено? Почему предлагать ее можно, а брать нельзя? Да, мы финансово безграмотные, потому что мы надеемся на свое государство. Давайте, оставьте нас всех на улице, и я вам обещаю, что такого оттока населения страны вы не увидите больше никогда, потому что все, кто сейчас остался здесь и по стране, по банкам, готовы бросить и уехать хоть куда из этой несчастной страны. Здесь есть люди, настолько отчаявшиеся, что вчера были разговоры о акте самосожжения здесь, на территории банка. Насколько можно довести людей до такой ситуации, что людям жизнь не мила? До победного будем стоять, пока либо руководство не придет, либо не будет принято положительное решение по рефинансированию на посильных условиях. Обращалась в банк, банк говорит, вас никто не просил рожать второго ребенка. Если бы не было девальвации рубля, мы бы могли бы исполнять свои обязанности по ипотеке и платить. А так как поднялся этот курс, и мы теперь платить не можем, у мужа зарплата 30 тысяч рублей. Ипотеку на 76. Скажите, пожалуйста, чем платить, чем кормить детей? Внимание на такие вопросы. Да. Самый главный вопрос. Страна. Чем платить? Как жить так банк дальше? Идет не навстречу, вообще никак не идет. Как жить дальше? Как жить дальше? Как жить дальше? Как жить дальше? Пойдем еще. Предоставьте место нам. Центральный банк выпустил рекомендацию о том, чтобы нас перевели по курсу на 1 октября. Курс должен был быть 39. В течение года мы ходим в этот банк с просьбой, чтобы нас перевели по курсу 39. Дельта Кредит не прислушивается к рекомендации Центробанка. Он показывает чудесные результаты, прибыль грандиозную, а мы все должны оказаться на улице вместе с детьми. Семьи разные, есть с инвалидами, есть с пожилыми людьми, со стариками. У меня несовершеннолетний ребенок и престарелая мать. Сегодня двое моих друзей пришли в банк, пристегнули себя наручниками и сказали, что мою подругу забирают сейчас в полицию. Нас забирают. Что вы вот... Пишем, мы едем писать заявление, напишем на банк. Наручники это ее вообще. Обещали вернуть все свидетельства. Да, ждем. Верните нам их. Мои друзья пришли сегодня в банк, приковали себя наручниками и сказали, что не уйдут, пока их не дофинансируют по курсу, рекомендованного Центральным банком. Банк вызвал полицию, и несмотря на то, что сейчас рабочий день, и люди имели право находиться в банке, их забрали в полицию. Вот эта часть писем. И сейчас его не потеряем? Да, я даже Посмотрите. АЖК, Минфин, ЦБ, президентские. Нам целый год шлют эти отписки и отсылают в АЖК и в банк. Причем абсолютно не разбираясь в нашей ситуации. Это количество присутствующих людей, которые пришли сегодня поддержать вот акцию переговоров. Сейчас еще ждем переговоры на белорусской, а мы здесь ждем итогов переговоров. Как вы думаете, сколько еще может быть народу здесь? Я помню, что еще человек 80 подойдет, потому что люди с работы приходят сразу сюда. Да. Путин сказал, что обвал рубля открывает новые возможности. К сожалению, нет для нас. Для нас он закрыл все возможности. Уже давно пора решетку писать. Плюс 2%. Вот тебе вот Росбанковский курс. И нефть уже 27,80.